حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثني. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Мои братья и сестры, я бы хотел поделиться с вами кое-чем, что произошло со мной лично. Не так давно я посетил своего друга, чья мать умирала от рака. Она боролась с раком в течение 5 лет. И до меня дошла новость, что она доживала последние дни. Я отправился навестить брата, и когда мы присели, он объяснил мне, что его мать прошла через состояние предсмертной агонии в сознании и без него, и что рак действительно распространился повсюду. И я сидел со своим другом, мы разговаривали, его глаза полны слез. Естественно, я предположил, что это из-за того, что его мать умирает. И я попытался утешить его, сказал: послушай, это естественно, так устроена жизнь. Он сказал: я плачу не потому что она уходит. Конечно, я расстроен, но я плачу не из-за этого. Я сказал: тогда почему? Он сказал: я расстроен, потому что за всю жизнь я не отблагодарил свою мать за то, что она сделала. Честно говоря, я не могу объяснить, что произошло со мной, когда он сказал эти слова. Он сказал: за всю жизнь, ни разу в жизни я не сказал спасибо своей маме. Он говорит: и теперь она сидит в соседней комнате, и она жива. Но она то приходит в сознание, то теряет его, и даже если я заговорю с ней, она будет не в состоянии понять и осмыслить те слова, что я ей скажу. И клянусь Аллахом, мои братья и сестры, это по-настоящему впечатлило меня. Что вся его жизнь, вся наша жизнь, повезло тем из нас, чьи матери по-прежнему рядом. Моя мать была со мной всю жизнь и ни разу не подвела меня. Ни разу не подвела меня. И я ни разу не подошел к ней и просто не сказал спасибо. И ни одно из тех спасибо, которые говорят с цветами, и это хорошее спасибо. Но по-настоящему глубокое спасибо. Такое спасибо, что если она оставит меня сейчас, то я поблагодарил ее из глубины своего сердца. Клянусь Аллахом, мои братья и сестры, я не в состоянии забыть этого. Когда вы последний раз поблагодарили свою мать? Когда вы в последний раз выразили своей матери подлинное уважение за все, что она сделала? Или мы собираемся быть из тех, которые, когда их матери оставили нас навсегда, тогда мы будем сидеть и вспоминать, и начнем сожалеть о том, что я не использовал возможность, когда она у меня была. Знаете, братья, во многих местах по всему миру празднуют день, именуемый Днем Матери. И это разрывает мое сердце, потому что в исламе, по правде, каждый день День Матери. Мы не выделяем один день в году, чтобы сказать: «О, мам, смотри, я вспомнила тебе сегодня». Напротив, нам приказано Аллахом и Его пророком помнить о наших матерях ежедневно. Человек пришел к пророку Аллаха и сказал ему: «О пророк Аллаха», и многие из нас понимают этот хадис неправильно. Он сказал: «О посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?» Он сказал: «Твоя мать». Он говорит: «А кто потом?» Он говорит: «Твоя мать». Он сказал: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». Он сказал: «А кто потом?» Он сказал: «Твой отец». Многие из нас интерпретируют это любовью, что моя мать больше всех заслуживает моей любви. Нет. Человек, больше всех заслуживающий твоего хорошего обхождения, твоих денег, твоего здоровья, твоего всего, чем ты обладаешь. Человек, который заслуживает всего этого больше, чем кто-либо прежде всего. Это твоя мать, потом твоя мать, потом твоя мать и потом твой отец. Мои братья и сестры, если вкратце, у многих из нас по-прежнему есть матери. Клянусь Аллахом, не будьте неудачниками, которые ждут, пока их матери покинут их навсегда, и только тогда желают, сожалеют и говорят: знаешь, я бы хотел вернуть прошлое и поблагодарить свою мать. Если ваша мать все еще рядом, бегите. Клянусь Аллахом, бегите к ней и благодарите за все, что она сделала. Мы просим Пречистого Всевышнего Аллаха сделать нас из тех, у кого лучшие отношения с матерями, и мы просим Пречистого Всевышнего Аллаха даровать им рай. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь. Исламский канал на YouTube Хайрун Медиа.